кстати, между прочим, ты вот говоришь, 40 лет искал славян. Да. А Киев, между прочим, исконно русский город. Мать городов российских. Я думаю, еще... Так что Украина, русские, это все одно и то же. Я согласен. Ну вот и все. На самом деле живем обалденно, мы хохлы. Живем как у Бога запал. Честно, украинцы вообще везучий народ. Как повезло хохлам, что князь Владимир в Киевскую Русь, в Киев привез христианство. А если бы он привез мусульманство? Вы можете себе представить украинца, который добровольно не ест сало? Украина, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны. Главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Ну вот я прожил 43 года в России, и я все это время общался и с крымскими татарами в Крыму, часто бывал у родственников, у самых близких и знакомых и так далее. Я ни разу не слышал от них слова «хохол». И я сам, когда жил в России, его никогда не произносил, а если кто-то говорил это, я говорил, что вы говорите, это оскорбление, так нельзя, просто так нельзя говорить про украинцев, вы просто ведете себя как хамы. И я этого раньше тоже не слышал, для меня это удивительно, это вот так принято шутить про українців, як що-то як-то... Так, звичайно, так прийнято, але я можу сказати, що такі передачі і такі висловлювання мене, звичайно ж, принижують. Це без сумніву. Тобто це оскорбительно все? Так, це приниження національної гідності моєї, і я не розумію тих, хто міг проголосувати за людину, яка дозволяє собі такі висловлювання. Можна зробити застереження, що це, мовляв, текст, який йому дали режисери. Що це вина режисерів. Я можу сказати так, якщо би мені в житті хтось дав такий текст, і пообіцяв золоті гори за такий текст, я би відмовився. Негайно. Це приниження твого народу. Це приниження того народу, серед якого ти живеш. Тому навіть якщо це текст не ним створений, то все одно те, що він його озвучує, є приниженням для українського народу.